В этом выпуске я провожу честный обзор взглядом водителя Яндекс.Такси на автомашину Чанган Оусвин китайского бюджетного седана, который стремится завоевать рынок, и сравниваю его с проверенным временем Hyundai Accent 2012 года. У кого же лучше сборка, где комфортнее салон и кто действительно стоит своих денег. Узнаем, что предлагает Китай в 2025 и может ли он конкурировать с корейской рабочей лошадкой прошлых лет. Погнали! Очередной обзор китайского ведра у меня на канале. Ребята, представляю вам Чаньян, Чанган, Чаньян, или как там еще? Оусвин, Оусвин, ребята, свин. Ладно, шучу, халяльная машина. Ребята, всем привет, всем салам алейкум. Вы на канале Демижан Про Такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. У меня на канале есть рубрика подкаст про такси, обзоры на авто, подходящие под разные тарифы в Яндекс.Такси. Ребята, данная машина проработала год и 1 месяц, 13 месяцев в такси. В 2024 году в апреле была приобретена данная машина у дилера, новая, выгнана с салона. Машина 23 года выпуска, седан Чанган Оусвин, подходит под тариф эконом в Яндекс.Такси. Ну и можно на ней катать, соответственно, тариф доставка и курьер, если вы автокурьер. Но есть нюансы для автокурьеров. Я думаю, что эта машина не подходит под тариф доставка и курьер для автокурьеров. Если вы автокурьер, то эта машина вам не подходит. Я смотрел в интернете много обзоров, когда только Чанган, то есть начали официалы продавать в России, в Казахстане, начали продавать вот этот Чанган. Все там говорят: вау, конкурент Кобальту, конкурент Chevrolet Ониксу, самый дешевый седан, туда-сюда, берите. Ребята, я не знаю, я пообщался с хозяином. Кто покупает? Я по городу вижу людей, кто ездит на Чанган Оусвин, Чаньян Оусвин. Вот меня много в комментариях подправляли, не Чанган, а Чаньян или Чаннан, что-то такое, короче, я не знаю. Напишите в комментариях, как все будет правильно. Ну, короче, я думаю, блин, я в конце поделюсь своим мнением, почему не стоит брать эту машину. Во время эксплуатации с какими проблемами хозяин столкнулся. У нас в Казахстане на данный момент в 2025 году автомашина 24-25 года выпуска стоит 7 миллионов 200. В рекламах указано, что 6 миллионов 690 тысяч стоит Оусвин. Приходите, покупайте. Проваливаюсь я в прайс-лист и смотрю, что она стоит от 7 миллионов 290 тысяч. Я не знаю, нужно ли говорить самый дешевый седан, да, или нет, как вы думаете? Обязательно напишите в комментариях цена. Да какой-то самый дешевый седан, ребята. За 7 миллионов 200 его покупать. Вы купили бы за 7 миллионов 200 эту машину для работы в такси, тем более на тариф эконом. Ребята, здесь нужно думать башкой, открыть классификатор, посмотреть, какие машины подходят под какой тариф. Есть альтернативы по данной цене, чуть-чуть там, лям-полтора добавить, я не знаю, на Комфорт Плюсе можете ездить, ребята, не эконом, а Комфорт Плюс. Ладно, не в обиду, кто ездит уже на такой машине, кто купил, может там кредитанулись и купили, но кредит это тоже кабала, ребята. Ребят, небольшая поправка, так говорится. Едем, вот она моя ласточка, по ощущению с Чанганом. Вот она, кстати, на аварийке едет, ребята. 229 тысяч проехала, короче, там шланг оборвался. Шланг подачи бензина. Да, когда в ДТП он попал, вот меняли же бампер передний и задний бампер. То есть в процессе ролика я вам все расскажу, просто здесь уже это вставочка такая небольшая после ролика. Да потому что сейчас он, кстати, едет обратно на СТО, где вот кузовной ремонт делали. Там шланг подсоединяли, короче, там, видать, где-то что-то недосоединили или хомуты, как сказать, неплотно затянули. Ну вот, он едет, кстати, вот он, Чанган Оусвин, вот он. Его везет Chevrolet Nexia. Вот. Так. По размеру одинаково, да? Да, по размеру, кстати, вот два этих, как сказать, одноклассника, да,
но размеру. по размеру. По функционалу, ну, Чанган Allswing получше по функционалу, да, вот. И по деньги подороже. Ну и, соответственно, дороже. К чему была все-таки эта ставка? Allswing Чанган с 2021 года выпуска подходит под тариф комфорт. Вот, я там в ролике говорил, что он подходит только под тариф эконом. Нет, он подходит, оказывается, и под тариф комфорт. Будут многочисленные отмены, наверное. Не знаю, кто владеет Чанган Allswing, ребят, по тарифу комфорт, как вообще заказы отменяют люди, не отменяют. Ну и в принципе, я думаю, рейтинг всегда будет низкий у водителя, потому что люди будут не объективно оценивать не сам сервис водителя, как он выдается, а вообще то, что машина была тесная, во-первых, под тариф комфорт. Ну и в общем, мне кажется, скоро он слетит с тарифа комфорт. Я разницу между тарифом комфорт и эконом не вижу. То есть тариф комфорт это тот же самый эконом, но без попутчика. Вот так вот. По деньгам, по заработку. Как сказать, одни тарифы экономии, комфорт вот наравне идут. Вот так вот. У меня друг, когда на Кобальте слетел, я вам скажу, он сказал по утрам, он чисто вот час пик таксо, у него есть основная работа, она в 9 начинается, он где-то в 7 просыпался, может иногда в 6, может в 8, там часик потаксует, 2-3 заказа сделает. Он включал тариф комфорт. А потом, когда слетел, он такой говорит, вот я дурак, почему я, говорит, по утрам не включал тариф эконом, говорит, там такие бешеные коэффициенты, я, говорит, в комфорте зарабатывал меньше в час пик, чем на экономе. Вот так вот. Вид, олдскульный вид. Ребята, машина похожа на Mazda 3, как все ее говорят. Там где-то есть маленько на Toyota а-ля 2000-х годов. Там, да, и так а-ля 2000-х годов Mazda 3. Машина 2023 года, ребята. Выглядит старо, то есть олдскульный вариант. Мы привыкли, смотря сейчас на китайцев, космические корабли же есть, китайские автомашины. На эту посмотришь, старенькая Mazda 3. Клиренс у нее 150 сантиметров. Это уже большой минус, когда кобальты, все сравнивают с кобальт 17 сантиметров клиренс. Здесь он ниже. 15-е диски стоят, титановые диски. Просто я постоянно вижу китайские авто. У всех резины, когда с салона выгоняют китайское авто, у них резины Чаоян. Резины Чаоян. А здесь King Boss. Резина King Boss. Зимняя резина стоит, ребята, сейчас май. Попадала в ДТП за момент эксплуатации. Я вам сейчас скажу, какой на ней пробег. Вы просто офигеете, ребята. За 13 месяцев на ней пробег 229 тысяч километров. Судя по пробегу, человек за год заработал немалые копейки в Яндекс.Такси. Ребята, какой там робот работал, знаете, какой терминатор здесь сидел. Наш коллега, наш водитель такси на ней работает, он ее приобрел. Ладно, маленько забегу вперед, он, да, сказал бы, блин, невыгодная машина, ну, на тот момент ему сделали какое-то предложение, ну, он купил эту машину, он, знаете, за 13 месяцев он оправдал стоимость машины, сейчас ее подшаманил чуть-чуть и возьмет и продаст. Я не знаю, что-нибудь такое, может что-то сделать, может в аренду сдаст, я не знаю, но с ней что-то будет делать, но он оправдал, он примерно сейчас она 7200 стоит, ну тогда она за 6 ее брали, 6200 что ли она стоила. На тот момент, да, вот я, наверное, видосы смотрел на тот период, о, все, дешево, самый дешевый всегда. Но извините меня, и кобальты стоили тоже дешевле, сейчас кобальты 8 лямов стоят. Смотрите, сюда значок Mazda или Toyota поставь, вот это вот убери. Чем тебе не Toyota, да, ты просто посмотришь, а какая-то Toyota едет, правильно, да? Вот, клиренс, я вам сказал, колесная база 2350 миллиметров, что короче, чем у Кобальта. Какой-то конкурент, какой седан самый дешевый. Ребята, кнопки открытия багажника нету, даже замка нету. У меня на Hyundai Accent, покажи, вот он мой Hyundai Accent. Маленько, наверное, буду сравнивать с Hyundai Accent, вам расскажу. Данная машина, ребята, вот 2012 года, но она проездила 330 тысяч километров, да, чуть-чуть меньше, но, извините меня, машине 13 лет. Ребята, машине 13 лет, этой машине год. Ну, ее конкретно изнасиловали. Все соки выжили с этой машины. По кузову, что, вот эти вот хромированные туда-сюда. Ребята, вы это все в других обзорах посмотрели. Давайте я все вам вкратце все буду показывать.
первое открою багажник. Я как водитель Яндекс.Такси, я отталкиваюсь от тех удобств, которые нам нужны. Открываем багажник. Первый минус для доставки, сразу я скажу. Узкий проем, какую-либо коробку, что-то будет тяжело занести. А здесь объем всего 380 литров, когда у Кобальта 540, здесь 380, ребята. И ширина здесь 1740 с копейками, я не знаю, но я вам обязательно во время монтажа вставлю. Ширина, машина узенькая, но высокая, что я заметил. Машина высокая, тоже ставлю вам эти при монтаже, сколько она миллиметров. Здесь идет у нас докатка полноценная, колес нету. На Хавале М6 то же самое было. И здесь, знаете, полноценное колесо сюда на запаску не влезет, сразу я вам скажу. Ну, газобаллонное оборудование еще можно будет сюда поставить, но некуда будет потом возить запаску. А запаска нужна, ребята. И самое еще одно, то что здесь, ребята, все по багажнику, да, сказал, что ручки нету. Кстати, вот ручки у меня на акценте есть ручка. У меня есть ключ, когда, если все грязно, не хочу залапать руки, идти мне лень, то есть я с кнопки с ключа могу открыть, либо засунуть ключ и ее так открыть. Она откроется и могу закрыть за ручку. То есть, такую грязную погоду я свои пальцы не замараю. Могу закрыть. А здесь этого нету. Что у нас получит пассажир тарифа эконом? Ничего не получит пассажир, а водитель получит двойку необъективную. Потому что пассажиру не понравится эта машина. Сзади он будет ехать тесно, он с ребенком, с мужем, там, с бабушкой, они куда-то едут, например. Все, машина очень узкая и тесно сзади. Это еще я такой маленький, хоть я 164 сантиметров ростом я, 92 килограмма. Ладно, но я скоро похудею, ребят. Так что следите за моей инстаграм-страничкой. Ссылочка будет в описании, там увидите. Там я тоже выкладываю такие хорошие смешные ролики. Здесь тесно, нету подлокотника. И то, что бесит, ребята, есть здесь чехлы просто. Покажи, пожалуйста. Я попытаюсь снять. Вот подушки, они просто вот приделаны, жесть, литые. Их не выровнять по высоте, не убрать их. И они очень жестко мешают обзору. Я на ней прокатился, назад смотришь, обзора никакого. Вот. Ну и отрегулировать, может, кому-то неудобно будет. Вот она будет, как сказать, затылок упираться. Типа нам дермантин здесь, ребят, не кожа. Доставщики, эта машина вам не нужна, потому что здесь спинки задних кресел не откидываются. Напрочь не откидываются, ребята. Так что все, на доставку она не пойдет, не берите ее. А то, ой, бай, все хвалят, самая дешевая машина. Самый дешевый доступный седан. Знаете, еще вам скажу, если бы это был самый доступный седан, да, самый дешевый, самый практичный, почему они в аренду не сдаются? Есть, да, кто Алсфины в аренду сдают, ну, не так объемно, как Кобальты, как Hyundai Акценты, как Kia Rio, ребята, да. Нет, никто большими партиями под аренду эту машину не берут, потому что она неудобная. То есть можно уже сказать, вот Haval М6, в России там пачками, в одном только парке 300-700 машин, в одном парке 700 М6. Прикиньте, просто М6, есть там и Джулионы, там А7, там много же, короче, моделей. Все закупают, а таких машин нет, ребят, потому что это тариф эконом, во-первых, и цена такая, не прям такая вкусная цена, ребята, 7 миллионов, посудите. Вот. Ребята, если вы высокий, широкий водитель, да, то прежде чем ее купить, а вообще я вам советую ее не покупать. Ну, если вы вообще захотели, короче, ее купить, да, вот, и вы широкий, высокий, то есть присядьте сперва, как регулируется спинка.
Сиденье узкое, ребята, кресло узкое. Есть еще вот эти вот бортики. Для этого кресла можно было вот эти вот бортики, если видно, не делать. Вот. Я на нее сел, регулируется так же, как на Hyundai Accent, то есть высота и регулировка спины кресла, да, вот. Ну и руль также, ну на Hyundai Accent также, ребята, на Кобальте также, только как сказать, высота, а на вылет она не регулируется. Дизайн олдскульной машины, да, блин, ну как сказать, Toyota Corolla, Mazda, да, третья, та самая, Hyundai Accent, ну просто кнопки, нет такого вау-эффекта, как китайцы делают, там дисплей туда-сюда, и смотрите, вот что за безобразие, какой маленький экран, вот смотрите, и такое ощущение, что эту машину, как сказать, собрали, да, где-то в 2000-х годах, а потом про нее забыли. А потом Чанган решил просто сделать, как сказать, конкуренцию. Вот видит, да, там кобальты, акценты, там туда-сюда, вот самый такой. Ну, короче, завоевать рынок самых бюджетных седанов, да. И не стал заморачиваться, придумывать что-то, да, новый дизайн такой выпускать. Он просто вспомнил про свой Allswing и выпустил. Потом подумал, блин, ну все-таки нужен же монитор. И взяли сюда, просто присобачили этот монитор. Я отвечаю, мне так кажется, что в последнюю очередь просто что-то добавили. То есть, ну, чтобы какой-то эффект был машин 23-х годов, 24-х годов. Вот. Здесь я забыл вам рассказать про двигатель. Здесь стоит двигатель объемом 1,5, атмосферник стоит. Трансмиссия, пятиступенчатый робот. На машине 229 тысяч километров. И что на ней было заменено. Здесь, что удивляет, есть круиз-контроль. На моем Hyundai Accent нету круиз-контроля, здесь есть круиз-контроль. Дешевый пластик, все так дешево. А знаете, вот я сейчас смотрю на вот это вот музыкальный центр. Есть же, помните, музыкальный центр 2000-х годов? Туда все так, я помню, в детстве так мы диск ставили и этот. Крошка моя, я по тебе скучаю. Или я сошла с ума, я сошла с ума. Песни, помните, 2000-х годов? Вот, реально, смотрите, музыкальный центр жесть. Вот так вот. О чем мне про это все рассказывать? Здесь базару нет, они вот эти сделали как на Мерсе, смотрите. Как на Мерсе, наверное, все на это ведутся, да, и покупают, да, ради вот этого ведутся. Так, есть подушки безопасности, две подушки безопасности здесь. Смотрите, она высокая, базару нет, это и есть плюс. Также USB разъем для зарядки, вот, как сказать, 12-вольтник, вот такой вот есть разъем. Получается полный электропакет, как мы говорим. Вот здесь вот водительское стекло автоматизировано, то есть она нажимаешь, она сама отпускается, а остальные, вот как Ужас Алхаз говорил, пистолет. Вот. Так, ну и в принципе все. Корректор зеркал есть боковых, корректор фар есть, подстаканники, бардачок, как на Hyundai Accent. Все стандартно, ребята, все стандартно. Все, давайте выходим. Да, кстати, смотрите, давайте я лягу. Самая моя любимая рубрика. О, откинулся. Ну да, в принципе, поспать, отдохнуть, часик подремать можно. Да, нормально. Но сзади точно не разложитесь там на часа 3-4 подремать. Неудобно будет, шея будет болеть. Но если вы 1,40 м, 1,50 м, еще можно, да, ну уже 1,60 м и выше нет. Ребят, 229 тысяч за 13 месяцев, это вам не шутки. Но выстоял ли Чанган? Были ли серьезные поломки во время эксплуатации? Вот что вас интересует. Ребят, да не было ничего. Одна была проблема, цепь ГРМ. Вот, ее заменяли, то есть ее покупали за 50 тысяч там в комплект со всеми прокладками, но когда разобрали, эти прокладки на этот мотор не подошли.
то, что было интересно. Примерно за работу было, отдали 70 тысяч, 50 тысяч приобретали. Вот самая серьезная поломка за время эксплуатации. Что интересно, из расходников колодки на нее стоят 8 тысяч, ну примерно так же. На мою можно за 4, за 4,5 тысяч найти на Hyundai Accent. Машина, так как эксплуатировалась в такси, работала в такси, соответственно, без ДТП не обходится. Ребята, вот, я не знаю, вот 1%, наверное, вот напишите, есть ли такой водитель Яндекс Такси, да, водитель такси, который ни разу не попадал в ДТП, даже мелкое ДТП. Вот я работаю 2-3 года, ни разу у меня не было ДТП. Куда сақтасын, конечно, ту-ту-ту, я никому не желаю ДТП, но штрафы ловим, ДТП у нас есть, ребята, машину ремонтируем. Это все расходы, помимо нашего там миллионного заработка, который показывают всегда в интернете, но все не показывают свои расходы. Я стараюсь в своем контенте в Инстаграме, на Ютубе показывать, всегда высчитывать расходы, показывать расходы, какие уходят расходы. Здесь, ребята, без ДТП не обошлось, здесь заменили передний бампер и задний бампер. Передний бампер шел без противотуманок, с решетками, с вот этой вот решеткой, но без противотуманок. Задний бампер, все вместе 250 тысяч тенге, ребята. Так что передний удар вам стоит в копеечку. Ребята, давайте задумаемся. Вот вы взяли бы ее за 7 миллионов 200 сейчас. Я вам советую не брать, ребята. Если есть там деньги на нее, там 50% первоначалки, хотите ее оформить в кредит, залезть в кабалу, я вам просто скажу, за эти деньги, за 3 миллиона 500 тысяч рассмотреть вариант, вот она, вот этот вот вариант рассмотреть, стоит она 3 миллиона 500 тысяч, за 4 миллиона, за 4,5 миллиона, но в зависимости от пробега и в зависимости от состояния, ну, в среднем в хорошем состоянии вы возьмете за 4-4,5 миллиона тенге, ребята. Давайте я вам покажу. Эта машина, хоть и 2012 года, здесь проем больше, чем у Алсвина. Сиденья задние откидываются, сюда влазит. Ребят, посмотрите. Полноценное колесо. Еще и место для всякой мелочи есть. Заднее сиденье, вот смотрите. Я сейчас откину. Здесь у меня вещи. Просто вот то, что откидывается, заднее сиденье. Сюда можно где-то 2 метра какие-нибудь уголки плинтуса перевести. У меня было такое. Смотрите, ручка, ваши пальцы не замораются в горячую, в грязную погоду. Вот. Все, раз, два, три. Бампер, 12 тысяч тенге. 15 тысяч. Ладно, там оригинал хотите, там максимум 25 тысяч тенге бампер задний. Фонари 15-25 тысяч тенге. Ёлки-палки. Вот эти катафотики вообще я за 3000 тенге покупал. Вот этот вот брызговик 1500 тенге. Посмотрите. Сейчас я вам покажу. Покажи, братан. Я свою ласточку хочу вам показать. Вот она, моя ласточка. Вот она, моя ласточка. Сколько на ней я прошел. Единственное, то, что плюс Алсвин берет у данной машины, то, что у Алсвин есть круиз-контроль, да, а у меня его нету. Да мне и не надо, ребята, я на ней не выезжаю. А еще это Hyundai Accent, Hyundai Solaris. Многие могут меня смотреть с России и говорят, что за Hyundai Accent? Они не понимают, то есть просто в тех годах линейка Hyundai вот именно вот выпускалась в России, собиралась в России, она под названием Solaris, да, в Казахстане сборка была, есть и корейские, кстати, сборки, которые привозили, они называются Акцент, вот покажи, вот он, Акцент. А если в России собиралась бы, здесь было бы написано Solaris, вот так вот, вот она машина, 13 лет, все так же, ребята, здесь все так же. А у меня зато там нету климат-контроля, а у меня есть климат-контроль. У меня есть климат-контроль. Есть комплектация, где есть push-старт. Так что у меня пред максимальной комплектации.
Вот так вот. Также есть мультируль, все дела. Также все откидывается. Также есть вот эти вот бортики. И мне на ней удобнее сидеть, чем на Allswing, ребята. Так что, кто задумывается, покупайте лучше вот эту машину, я думаю. Это не рекламный ролик. Я просто смотрел все обзоры на Allswing. Все, вау, конкурент, самый дешевый седан. Фу, мелом, самый дешевый седан. Но по практичности за год она проехала 229 тысяч километров и было заменено только вот это вот. Я на ней, ну просто она разом за год проездила 229 тысяч, а моя машина 13, 13 месяцев, а это 13 лет, 330 тысяч пробега. Здесь было заменено именно в этой модели масляный насос не был заменен. На других я ездил, арендованных, там масляные насосы летели, меняли. Катушки, проблема катушек, ВБУ, то есть в компьютере вот эти транзисторы, чипы, которые отвечают за подачу тока на катушки. Ну, свечи, естественно, часто летит вот обводной ремень, то есть ремень генератора. Вот, ролики меняю, натяжные ролики из расходников, колодки, соответственно. Но, в принципе, они все стоят копеечки. Я вам передние фары вообще 12 тысяч я поменял. Посмотри, вот какой у меня передний вид. Он у меня после кузовного ремонта. Вот этот бампер 15 тысяч тенге стоит, ребята. 15 тысяч тенге я купил бампер. То есть, если рассматривать именно таксовку на тарифе эконом и переплачивать за вот эту вот машину, я думаю, лучше взять эту машину. А знаете еще почему? Потому что на нее двигатель, елки-палки, стоит от 280 тысяч до 380 тысяч тенге. Этот двигатель как расходник. Ты его купишь и поменяешь. Я на кузовной ремонт только 400 штук отдал. В следующем году, я не знаю, мне мотор еще, пускай проездит еще 2-3 года, может до ляма доедет. Я мотор возьму и вот так вот поменяю. Ну, соответственно, к нему куплю катушки новые, свечи, помпа. Это все недорого. Все это я заменю. То есть, ну и датчики все, которые будут присобачены к мотору, я их тоже поменяю. Они тоже стоят копейки. И у меня машина, то есть мозг стоит на месте, главное, чтобы мозг нормально стоял, а вот сердце, мотор я поменяю. То есть доноры есть. Не то, что доноры новое, все новое. Ребята, не контрактный двигатель, а новый двигатель смогу поставить. Ну, давайте подытожим ролик. Хотите полноценный обзор на мою автомашину, где я досконально подготовлюсь, расскажу, сколько я ее владею, на каком километраже. Я ее не новый покупал, на каком километраже проездил. Ну, в принципе, весь период, где я выкладывал ролики в Инстаграме, на Ютубе, все процессы ремонта на ней есть, видосы. Я могу их все пересмотреть, один скомпоновать вам ролик. Если хотите, пишите в комментариях. Давайте я вам сделаю обзор стоимости, давайте проанализирую. Там просто я вам сказал, что от 3,5 миллионов до 5, до 6 миллионов некоторые продают, да, но в зависимости механика, не механика, соответственно, год выпуска, они у нас от 12 по 17 год выпускаются, именно вот это вот, там есть рестайлинги от 14 года выше идут. Сколько, я 2 раза на ней кузовной ремонт делал, вот последний раз полную покраску делал, сколько все у меня обошлось, я вам могу сделать на нее обзор. Ну, напишите свое мнение, напишите в комментариях, что бы вы взяли. Его за 7,2 сейчас, либо его, давайте в среднем возьмем 4,5, да, вот практически 50% отдавать первоначалку, покупать ее в кредит. Да блин, знаете, я бы себе хунчи купил бы, да, электрический, да. Я бы себе BYD Чин Плюс купил бы за эти бабки. Ребята, зато бы катал бы тариф Комфорт Плюс. Ну, есть, конечно, разница, да, ну, электрическая, это, я не знаю, ну, за 13 месяцев эта машина отъездила человеку, он на ней заработал. Вы поняли, какой там терминатор за рулем, хозяин данной машины Allswing? Ну вот, пишите, ребят, комментарий. Вот такой вот получился неожиданный, ребята, обзор, потому что
водитель, он в такси работает, его поймать было очень сложно. Ну и в принципе я так посмотрел, все обзоры эти посмотрел, здесь вау, что-то рассказать про OSV нет. Я просто сейчас поделился своим мнением. Вот так вот. Всем спасибо, ставьте лайк, здесь замечательные, прекрасные ролики, переходите, смотрите, пишите комментарии, что лучше.